Татар халкы элек-электән татлы ризыклар белән башкалардан аерылып тора. Чөнки татар милли аш-сулары искиткеч тәмле була, авызда эреп китәрлек. Шуларның берсе губадия пирогы. Губадияны зур бәйрәмнәргә пешерәләр. Менә инде без дә бүген Сабантуй бәйрәменә каршы губадия пешерербез. Для приготовления пирога нам потребуется изюм 200 грамм, кырт 400 грамм. Также нам потребуется молоко, масло, яйцо, сахар, соль, дрожжи. Также нам понадобятся яйца, рис и крошка для украшения верха пирога. Пшеничная мука. Подготовим дрожжи. Заранее проверим их активность. Накладываем 5-6 грамм дрожжей. Немножечко сахара, чтобы лучше бродило. Добавляем воду. И венчиком взбиваем. Все, и теперь откладываем в чашечку, чтобы наши дрожжи подошли. Пока наши дрожжи подходят, мы приготовили все необходимое для замеса теста. Наши дрожжи поднялись, сейчас начнем замешивать тесто. Разбиваем одно яйцо. Добавляем сахара немножечко, соль, так, взбиваем, добавляем молоко, также продолжаем взбивать. Берем муку, просеиваем, смешиваем все тщательно. Так, теперь будем вводить масло размягченное, заранее вытащили. Будем все. Татарские пироги, татарское тесто очень любит масло. Размешиваем. Тщательно вымешиваем тесто, чтобы оно не прилипало к рукам. Затем формируем колобочек. Перекладываем его в посуду. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место. Ну вот наше тесто подошло. Сейчас мы немножко насыпем воды, чтобы не прилипало. Будем вставать тесто. Так, вот сформировали тесто таким образом. 1/3 часть. Пока мы берем сторонку, донышко пирога, нужно будет его раскатать. Раскатываем тесто. Круг должен получиться на 3-4
сантиметра больше, чем сковородка. Дно пирога готово. Оно в диаметре больше сковородки на 3-4 сантиметра, можно и на 5. Вот выложили тесто на сковородочку, подготовили. И сейчас будем выкладывать первый слой пирога. Вот выложили первый слой начинки. Второй слой – это рис с изюмом. Я уже заранее смешала рис с изюмом и добавила туда еще немножко мягкого масла сливочного. Так, второй слой готов. Приступаем к третьему слою. Это рубленые яйца. Третий слой готов. Поверх последнего слоя еще выкладываем сливочное масло, чтобы наш пирог был вкусным. Теперь раскатываем тесто, оставленное для крышки пирога. Крышка пирога готова. Ну вот мы сформировали пирог, украсили края. Края пирога каждый выбирает украшение свое, кто как может, кому как нравится. Вилочкой проткнули тесто, чтобы дышало. И пирог готов. Сейчас ему надо дать 30 минут расстояться, а потом он пойдет в печь. Еще один момент. Пирог можно украсить крошкой. Крошку делают, перетирают масло с мукой, или можно сделать проще, если у вас есть сдобное печенье, его блендером перетереть и посыпать на пирог. Теперь все закончено. Пирог у нас постоял. Теперь он пойдет в печку. Пирог поставили в печку, заранее разогретую до 180 градусов, на 50-55 минут. Ну вот наш пирог готов. Необходимо его еще сейчас накрыть полотенцем и дать ему постоять. Şeyleriniz temiz olsun.